В Ижинском районе Сыктывкара между руководством детского сада номер 50 и жильцами многоквартирных домов, стоящих по соседству, недопонимание. Заведующая детсадом обратилась в местные управляющие компании с письмом, в котором требуют не ставить машины на парковку, которая находится рядом с воротами учреждения. Настаивает она убрать и шлагбаум в одном из дворов, и все для того, чтобы к детскому саду могла подъезжать спецтехника. Грузовики с продуктами, мусорные машины и пожарные. Просьба понятная, если бы не одно «но». Указанные в письме территории – это собственность жильцов. Елена Кононова расскажет подробнее. Строительство детского сада. Новый микрорайон Эжвы ждал с нетерпением. Трудности начались на этапе строительства. Часть территории рядом стоящего дома по Бумажников 52 тогда захватила стройка. Жильцы перетерпели, ведь сами ждали долгожданный объект. Но мучения на этом не закончились. Когда учреждение наконец открыли, появилась новая проблема. Теперь вся придомовая территория – один сплошной проходной двор. Родители на автомобилях привозят своих детей. Спецтехника доставляет в учреждение продукты, вывозит оттуда же мусор. А теперь еще и руководство дошкольного учреждения просит освободить парковки. Директор садика просит, чтобы мы убирали свой транспорт, хотя у нас так парковочных мест не хватает, в связи с тем, что приезжают сюда родители, привозят своих детей. Свои требования заведующая изложила в письме, адресовав его председателям ТСН и управляющей компанией. Беспокойство руководства садика понятно. Припаркованные на этом пятачке машины не позволяют попасть во двор учреждения большой техники. Например, накануне мусоровоз сюда приезжал 4 раза, но так и не смог заехать на территорию. Но у жителей соседних домов свой аргумент. Вся земля вокруг их дома, в том числе парковка у ворот садика, собственность жильцов. Она отмежована и поставлена на кадастровый учет. Всю эту территорию круглогодично они обслуживают за свой счет. Этот въезд, вот, да, он именно вся вот этот пятачок, он уже относится к нам. Это вся часть дороги, где вот парковка, где они просят нас убрать, тоже относится к нам. Собственно, жильцов и дворовая территория дома 9 на улице Весенняя. Там руководство детского сада тоже просит убрать парковку и даже шлагбаум, чтобы в случае чего к учреждению с другой стороны могли проехать автомашины экстренных служб, пожарная либо скорая. И это при том, что подъемное устройство при въезде в свой двор люди установили самостоятельно, на свои деньги, в первую очередь для безопасности детей. По факту оказалось, уже потом, когда садик запустили в работу, что через наш двор по проекту должно осуществляться снабжение и осуществление хозяйственной деятельности сада. То есть завозка продуктов, вывоз мусора, ну и тому подобное. Если будут шнырять через наш двор машины обеспечения, ну, о какой безопасности, особенно в летнее время, когда дети играют во дворе, о какой безопасности можем говорить? Получается так, что садик был поставлен на участок территории, где раньше была зеленая зона, то есть лесной массив. И получилось так, что и основной въезд, и въезд, который, как оказалось, предусмотрен проектом, выходит фактически во дворовые территории. И никакой отдельной дороги подъезда к детскому саду нет. Из-за этого получается так, что и вроде садик надо обеспечить въездом, и, соответственно, ущемлять права жителей, которые покупали здесь квартиры, вкладывались в благоустройство, это тоже было частью, как-то тоже, наверное, нельзя. И, к сожалению, до сих пор нет понимания, как эту ситуацию решать. Ситуацию прокомментировали в столичной мэрии. Там сказали, собственный заезд на территорию дошкольного учреждения будет построен. Сейчас в администрации готовят проектирование. Но к самому строительству, скорее всего, приступят уже в следующем году. Пока же приведут в порядок вот этот грунтовый участок дороги, который ведет в местечко Емваль. Это еще один альтернативный, но неблагоустроенный путь к детскому саду. В этом году, сейчас, который у нас есть заезд грунтового исполнения, он будет более-менее облагорожен, чтобы всем посетителям детского садика, так сказать, для подвозки детей было более комфортно. И дорога подъездная, еще хочу дополнить, к детскому садику будет еще выполнено асфальтовое исполнение. И также будет дополнительная разворотная площадка для посадки и высадки детей. Пока же жильцам придется жить с такими неудобствами в своих дворах. А детскому саду остается быть заложником ситуации. Одно успокаивает – ситуация временная. И людям дали надежду, что проблема решится. Елена Кононова, Роман Боровиков, телеканал Юрган.